Самые разные формы, размеры и изделия. Выставка инклюзивной гончарной мастерской собрала лучших ремесленников. На прилавках сувениры из дерева, кожи, украшения, игрушки и ручное мыло. Каждая работа – это труд подопечных. Вообще нужно при разработке чертежа учесть все размеры, потому что, может быть, вот эти стыки, они не будут соединяться. Обязательно деталь должна подходить под вторую деталь. Далее мы это все выжигаем на лазерном станке. Вот. После того, как мы выжгли это все, нам нужно это все отполировать, потому что в будущем мы будем это красить, и если мы это покрасим и не отполируем, то будут неровности. К этой ярмарке ремесленники готовились не один день, и у каждого на нее свои надежды и ожидания. К примеру, маленькая Мадина Богатырева продает свои изделия из бисера. Начала этим заниматься недавно, но уже достигла немалых успехов. Ярмарка для нее шанс показать себя и свои работы всем. Могу их сделать в любой момент, даже если у меня закажут и скажут, что я хочу, чтобы это было через 5 минут. Это делать легко, но я ценю свой труд, потому что это очень кропотливая работа. Маленькие дырочки, через надо просовывать леску, резинку. Я сегодня уже продала несколько вещиц, продала один комплект и колечки. А на заработанные деньги что хочешь купить? На заработанные деньги, наверное, помогу собачкам, кошкам, бездомным. Как-то в какой-то фонд отправлю, наверное, деньги. Настоящее произведение искусства в разных областях представляет около 60 ремесленников со всей республики. Ярмарка стала итоговым мероприятием инклюзивной гончарной мастерской МАХ. Ее удалось открыть благодаря победе общества слепых Ингушетии в конкурсе фонда президентских грантов. На протяжении полугода они помогали в реабилитации, в социальной адаптации людей с инвалидностью через занятия по гончарному искусству. У нас на самом деле в республике есть такая небольшая проблема с рынком сбыта. И для ремесленников очень важно, чтобы у них была большая площадка, где они могли бы выставить свои изделия. Я знаю очень многих ремесленников, у которых нет мастерских. И я хотела бы, чтобы вот такие ярмарки делали какой-то вклад для того, чтобы привлечь внимание других людей, у которых есть возможность помочь ремесленникам, для того, чтобы у них было свое оборудование, свои мастерские, и чтобы они выставились, показали, какие роскошные, шикарные работы они могут делать. Среди мастеров немало и профессионалов. К примеру, Мадонна Шадиева и ее бренд уже давно известны прекрасной половине республики. Девушка создает паттерны для тканей. У каждого свой стиль, манера и цветовая палитра. Мы придерживаемся нашей национальной тематики ингушской, то есть у нас в платках присутствуют наши национальные орнаменты, у нас наскальные рисунки, то есть это мы все интерпретируем и превращаем в красивые платочки, которые девушки могут носить каждый день, так и на выход. Я уже ранее работала с платками, но тематика была свободная. И в последнее время мне стала интересна именно наша тематика, то есть пропаганда наших орнаментов. Ну и в принципе хочется как-то продвигать нашу Ингушетию. Среди ценителей прекрасного и Мартина Гагиева. Она не могла остаться в стороне от такого яркого события в жизни народных промыслов. Узнав о ярмарке из социальных сетей, пришла сюда вместе с подругой оценить произведения ручной работы. Я довольно часто появляюсь на подобных мероприятиях, но все равно каждый раз интересно, как в первый. Здесь представлены работы разных мастеров, художники, мастер резьбы по дереву, также мастер гончарного дела. Можно посмотреть на всю эту красоту, а также участвовать в мастер-классах, хорошо провести время. Ярмарка продлится 3 дня. Это отличное место, чтобы закупиться подарками для близких. Организаторы уверены, что она привлечет жителей республики. Ведь место не только где можно закупиться, но и познакомиться с интересными людьми. Хава Гагиева, Ахмед Горбаков. Новости 24.